Исследователи интернет-безопасности пишут, что обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое использует функции записи экрана для доступа к конфиденциальным данным со смартфонов Android. По данным компании, троян был спрятан в приложении под названием Protection Guard и распространялся через Google Play Store. Исследователи безопасности назвали вредоносную программу «Стервятник», потому что оно использует технологию удаленного доступа к экрану для получения контроля над смартфонами. Как и хищные птицы, троян будет следить за всем, что происходит на устройствах. Авторы утверждают, что это первый раз, когда Android-вирус использует записи экрана и нажатий для автоматического сбора данных. Обычно мошенники идут куда более трудным путем, чтобы взломать телефон, но стервятник достигает того же результата куда меньшими усилиями. Сам по себе вирус попасть на устройство не может. Для этого используют дроппер, что-то вроде ракеты-носителя для вируса. Он маскируется под обычное приложение. Преимущественно это программы для фитнеса, аутентификации или, что иронично, безопасности. После установки зараженного приложения на смартфон активизируется, посылает сигнал своим создателям и загружает вирус. Разумеется, все это без ведома пользователя. По данным специалистов, таким образом заразились около 30 тысяч смартфонов. Обнаружить присутствие вируса на устройстве крайне сложно. Можно лишь заметить иконку передачи данных, если вы ничего не загружаете. Это может указывать, что программа передает данные на сервер. Но в то же время смартфон может просто устанавливать обновления приложений или синхронизировать что-то в фоне. Впрочем, есть способ защититься от вируса, причем довольно простой. Не разрешайте новым приложениям доступ к специальным возможностям смартфона. Название может варьироваться в зависимости от производителя. И старайтесь не устанавливать программы не из Google Play. Последнее, конечно, не гарантирует вашу безопасность на 100%, но значительно увеличивает шансы защититься от вируса. Основными целями трояна до сих пор были банковские криптокошельки пользователей из Италии, Австралии и Испании. Троян также указывает на изменение стратегии киберпреступников. Сложные банковские вредоносные программы, такие как Mystery Bot, Grandrewire, Benka, Visum, разместили бы ложные версии страницы входа в легитимное приложение, чтобы обманом заставить жертв раскрыть пароли. Вирус-стервятник идет более легким путем. Троян просто записывает происходящее на экране и добивается того же результата.